Ассаламу алейкум, всем доброго времени суток, Гедека Хилма серии. Всех вас приветствую на канале Киса Чечня. И так как собралось очень много-много вопросов, а, те вопросы, на которые я уже не раз давал ответ, но так как много новых подписчиков, то я хотела бы, мне, конечно, в данный момент очень-очень некогда. Я даже в рабочем платье сейчас, я под навесом, вы видели, мы наводим порядок. Сейчас у нас там почти высохли полы, нам нужно послаживать все, отнести на место, и я сегодня буду заниматься кладовкой. Нужно навести порядок еще в кладовке. Я дико извиняюсь за качество съемки, друзья. Ну, не знаю, сделали мне телефон, а дальняя камера работает хорошо, а передняя плохо. Просто нужно уделить время, поехать в Грозный, чтобы мне там сделали хорошо экран. Но, правда, пока что на это не нахожу время. То там, то на работе, то дома работа, то на свадьбы, то туда-сюда. В общем, ну, на свадьбы я снимаю на Анджелином айфоне, поэтому там качество, конечно, хорошее. Вот, ну, Анжела не всегда дома, поэтому иногда приходится... Ну, скоро я обещаю, что все изменится. Куплю себе нормальный телефон, и будет хорошая съемка. Вот, если включить дальнюю, она будет нормально снимать. А вот я сейчас на себя направила селфи, она вот из-за этого плохо видно. Мутное качество. Друзья, сегодня у нас 12 июня. Я всех поздравляю, всех россиян поздравляю с праздником, с Днем России. Желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. С праздником вас. И главное, чтобы не было войны. Все остальное можно пережить. Главное, не болеть, и чтобы не было войны. Все остальное – это ерунда большая. Сейчас поехала на рынок, купила все, что надо. Там у нас опять работают друзья мужа. Они подбивают потолок в доме. И вчера они работали, сегодня, то сейчас нужно что-то приготовить. Но этим у нас занимается мама. Вот, сегодня у нас воскресенье, а мы с Анжелой выходим сейчас, будем наводить порядки в кладовке. Значит, по поводу свадьбы, хотела, конечно, кое-что рассказать. Самый главный вопрос, и всегда после каждой свадьбы его задают, сколько я уже отмечаю, все равно, ну, я понимаю, бывают новые подписчики, им просто это непонятно. Почему... Киса, почему невеста все время стоит, и что она все время стоит? Она что, не кушает, не ест, не пьет, ничего? Совершенно, друзья, я, знаете, мне единственное, ну как, я понимаю, что есть новые подписчики, которые ничего не знают, но как вот можно написать все-таки, все время стоит, ведь свадьба идет целый день, я показываю там какой-то кусочек, 20 минут, 30, 40, как можно из этого делать огромный вывод такой? Какой ужас, уже заключение ставят. Какой ужас, бедная невестка. Да никто там не бедный. Никто там не бедный. Вот у меня прошла свадьба в таком ресторане. Чтоб я была такой бедной. Один день можно потерпеть хоть что угодно ради такой дальнейшей, счастливой, шикарной жизни. Можно, можно. Кто бы что ни говорил. Но начнем с того, что невеста в этот день – это ее праздник. Да, в принципе, если так масштабно взять, это их праздник, праздник молодых, да. Но по обычаям, по чеченским традициям, по обычаям, жених, да, он есть на свадьбе, он это все видит. Сейчас, не к сожалению, к счастью, есть телефоны и все на свете. Там же в зале снимали на видео, прямой эфир делали, то есть жених со своей комнаты наблюдал полностью за свадьбой. Но у нас здесь не принято в день свадьбы быть перед старшими. Да, когда-то для меня это было очень странно. Да, для моей мамы тоже это было очень странно. Ну, людям некоторым этого не понять. Так же, как и чеченцам не понять, как это может быть на свадьбе. Жених и невеста перед старшими обнимаются, и все на свете там, я вообще не знаю. Им этого, ты их хоть убей, им этого не понять. Они просто они, сколько раз я вот говорила, если даже были чеченцы на таких свадьбах, они говорят, мы испытывали испанский стыд, да, когда мне стыдно за другого, потому что это в крови, это не принято здесь, это испокон веков, оно передается, не нами это было придумано, не нами изменять это, да. Также и наоборот, вам кажется, ой, как это, ну как это, свадьба, да, а жениха нет, ну как это так?
Поэтому у каждого свои обычаи и законы, и мы должны их уважать. Ведь нас никто не заставляет, чеченцев никто не заставляет подчиняться и соблюдать те обычаи. Также и вас никто не заставляет подчиняться этим обычаям. Поэтому, если нация здесь живет в Чечне, и их это все устраивает, то я думаю, остальным просто незачем лезть в это совершенно. И удивляться, и ставить какие-то заключения, выводы. То есть нация живет, их все устраивает, это у них в крови, это испокон веков. То я понимаю, можно задать вопрос, но когда удивляются и ставят заключения, вот таких людей, таких мне не понять просто, да, ну как бы возникает вопрос, типа, да, а какое ваше дело? Но живут люди и живут, да, их как бы устраивают. Ну, как бы это грубо, может быть, звучит, ну, как-то вот так вот, да, когда люди уже ставят выводы. Ой, какая бедная, ой, какая ее судьба ждет. Ой, бедняжка целый день стоит, не ест, не пьет. Да все она ест, друзья. Просто, знаете, я и так рада тому, что мне вообще позволяют снимать. Есть такие свадьбы, на которых не позволяют, которые люди просто не хотят, понимаете, вот не хотят. Не хотят. Поэтому я этому очень рада, благодарна. Да, в этом нет ничего плохого. Даже за границей, которые живут чеченцы, им нравится, они все смотрят, они всегда благодарят. Сколько в личку пришло сообщений, писали, что киса показала свадьбу, там наши соседи, мы их не видели сколько-то лет, ой, как нам это обрад, как мы были рады, как какое ты нам сделала приятное такое настроение, их показала, то все наши соседи. То есть ну, я не считаю это ничего таким, да, потому что все, во-первых, скромно одеты, никто не выпивший, спиртного никакого нет, все ведут себя на 100 баллов достойно, общий приятный вид, умеют отдыхать люди, без спиртного, все красиво украшен зал, все красиво, приятно одеты, люди отдыхают, танцуют, кушают, разговаривают. То есть все пройдет спокойно, ни у кого нет мысли о том, что сейчас кто-то напьется, там начнет морды друг другу бить или что-то еще хуже, да. Все проходит очень хорошо. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это на каждой какой-то другой свадьбе бывает, да, другой нации, к примеру. Нет. Но все же это имеет место быть и бывало. Вот, поэтому здесь, в этом плане, для меня кажется, чеченская свадьба, это, ну, все проходит очень культурно, все нормально. А то, что он находится, вот сейчас везде есть комната жениха, комната невесты, даже комната есть для мамы и ребенка, где женщина может зайти, там, переодеть ребенка и так далее. Вот, поэтому просто у нас неудобно, да, жениху в этот день быть, ну, там, все родня, отец, там, дяди родные. Это не положено здесь, понимаете? Это не положено, и это все уже вот так вот. Дальше. Встреча невесты. Когда встречают невесту, писали, почему нет рядом свекра? Ведь он тоже важный человек. К свекру, да, к свекру невесту подводят, это отдельная процедура, это уже как бы домашняя процедура, она проходит дома. А свекр, ну, как говорится, свекр не может ее там обнять даже, все это, ну, как бы, ну, у нас встречают свекровь, потом свекра сестры, свекрови сестры, племянницы женщины, они встречают невесту. Здесь такое. А дома уже свекр, она тоже там дает всем воды. Есть такой обычай развязывания жениха. Развязывание языка, я извиняюсь. Там все старшие собираются, дяди, там родственники, все ее супруга. И все, она идет, ее невесту ведут за водой. Ну, просто в ресторане этого не сделать, это все потом делается дома уже. Ведут невесту за водой, вот она набирает воды, ее приводят, заводят во двор, и она вот с кружкой подходит к каждому, и у нее спрашивают, протягивает воду, и у нее спрашивают, что нам делать с этой водой. Она говорит одно слово: пей. И он пьет, выпил, желает счастья, здоровья, и на поднос кладет деньги там. Кто 5000, кто там $100, кто евро. Это называется развязывание языка. Невеста первый раз говорит с родственниками. Вот. Она имеет право не разговаривать до тех пор, пока они не положили. Бывает так, он заставляет ее говорить, но ничего не ложит. Она имеет право не разговаривать, пока он не положит там деньги. Ну, в общем, это
Очень интересно, если это так глубоко копнуть, если это все глубоко послушать, это очень интересно. И, ну, в каждом народе есть что-то свое. Ой, я очень извиняюсь за качество съемки, мутно видно, но, друзья, за неимением лучшего пока что. Дальше, что я еще хотела сказать? Невеста. Да, друзья, понимаете, я же начала говорить и перешла. Я рада вообще, что мне это позволяется, да, снимать, что меня зовут, что мне разрешают. Вот. То есть такие моменты, которые я не снимаю, да, вот когда невеста идет в комнату, ну, потому что она стесняется в этот день, она садится, кушает со своими подружками, там, фотографируется, потом невесту выводят там во двор, комнату фотографируют, фотосессия идет с женихом, то есть ее заводят в комнату жениха, либо их выводят на природу, там в каждом ресторане, вы видели, красивое место есть, где можно фотографироваться, там в конце я показываю, их там устраивают фотосессию, их двоих фотографируют. Все это есть, но это все делается не на глазах у старших. То, естественно, я тоже не буду брать камеру, бегать за ними. Это какое-то личное. Есть личное пространство, да, какое-то свое, которое, ну, мы просто не имеем права с вами мешать. Ну, пусть у них это будет личное, ихнее. Вот сняла, свадьба идет, вот невесту завели, вот все. Остальное, я же снимаю совсем мало из всего дня. Я там чуть-чуть, там чуть-чуть. Я то, что личное, такое, что ну, то, что я считаю уже таким, где она будет стесняться, я это просто не снимаю. Я знаю, что ей будет неудобно. Поэтому ну, зачем? Это уже перегибать палку. Люди разрешили, ты пришла, ты снимаешь и лезть как-то в душу, но это... Нет, этого... Я и так благодарна. У нас с вами впереди еще много свадеб за это лето. Очень. У нас с вами 2 июля свадьба. И 17 или 16 июля свадьба. Вчера была свадьба, но мы не поехали, потому что, ну, вчера была свадьба в домашних условиях, тоже у свекрови родственник женился. Меня туда пригласили, они там меня смотрят тоже. Но с этими ремонтами, с этим совсем я просто не успеваю. Работа, дом, торговля, канал, все это, ну, не успеваю. Я просто морально это все зацепить, захватить. Вот такие вот дела. Хотела показать вам. Вчера Анжела купила себе такой парфюм. Может, кто пользуется, может, кто знает. Очень-очень хорошие ароматы, девочки. Очень хорошие. Просто это ни в коем случае не реклама, просто показываю то, что она купила себе. Вот. Они что-то около 4 один стоят. Ну, ароматы вообще просто супер. Еще разные у них есть, разные эти, ну, ароматы. Тут бордовая, оранжевая, еще разные есть. Просто не передать, какой хороший запах. Ой, просто. Особенно, когда развеется. Вот это как будто больше идет запах вишни. Ну, такое что-то напоминает. А вот это даже не знаю. Но очень хорошее, очень. Сейчас сидела, смотрела на них. Угу, очень. Они оба по-своему хороши. Вот, поэтому невеста ничего не бедная. Невеста вышла замуж, такое хорошее место ей попало. Вообще, машаллах, дай Аллах им счастья и здоровья, долгой семейной жизни. Ей ничего в этой жизни будет делать не надо. Там свои дела убрать, помыть, все. Дом, квартира, шикарно все, все есть. Живи и наслаждайся этой жизнью. Да, уборка своя какая-то, это девочка учится на мед. Все будет хорошо, иншаллах. Дай Аллах им счастья и здоровья еще раз. Вот. Поэтому что-то я еще хотела сказать, что-то еще. Вот это она стоит, она не видится с женихом, и вообще, как у них дальше будет жизнь. А дальше у нее будет жизнь такая, как у нас с вами. Точно такая, как у вас заканчивается свадьба у всех, какая жизнь начинается, такая же будет жизнь и у них, точно такая. Они только не имеют первый день, не имеют права жених быть. Так, дальше все так же, жених, все они едут домой, живут обычной жизнью. Раньше вообще как-то это было еще сложнее. Раньше жених вообще, когда женился, 2-3 дня не появлялся дома, где-то у друзей там, ну как-то это перед старшими, когда дедушки были. Еще. Сейчас уже попроще, сейчас уже на следующий день уже он показывается перед родными, все.
Просто это первый день как-то, ну, вот так вот. А так все с этим уже как-то более проще. Вот. Что я еще хотела вам рассказать. Сейчас. Спрашивали, они типа хоть виделись до свадьбы или вообще или женишься, не знаешь на ком, она не знает замуж за кого выходит. Нет, друзья. Раньше это моменты были допустимы, когда родители могли засватать или что-то. Сейчас молодые, давно это уже, еще с моих моментов, когда я выходила замуж, да. Сейчас выходят замуж, женятся по собственному желанию. Вот понравились друг другу, все. Никаких бывает такое, что кто-то засватает, да, вот родители скажут, да, вот там знакомые, вот моя дочка, у тебя сын. И раз они увиделись и действительно друг другу понравились, да, то это да, они продолжаются. Если нет, то до свидания. Никто не будет заставлять там это все вот так вот. Спрашивали, сколько сейчас Колым. Колым 50 тысяч и 5 тысяч за то, что невесту выводят. Когда уже выводят, тоже 5 тысяч дают, одевают на палец кольцо. Вот. Потом я говорила, несут, когда несут Колым, там тоже чай, сахар. В общем, такая красивая корзина сейчас делают. Ну, эти деньги в основном, знаете, вот в основном как-то все тратят эти деньги на прокат на платье отдают. Вот эти деньги бывают за Колым, отдать за платье. Вот, тоже как бы уже какая-то помощь есть, да? А в принципе под 1 000 000 идет, чтобы собрать невесту. Вот у меня Амата, дочка выходила недавно замуж. Там тоже, я говорю, спросила, она говорит, кис, 900 чем-то у меня ушло. Ну, почти под другой подружки. Как-то, помните, тоже красивые чемоданы были открыты, я показывала все. Я тоже у нее спросила, говорю, Марьям, сколько у тебя ушло? Она говорит, кис, под 1 000 000, грубо говоря. Потому что шуба одна, шуба 100, 120, 150. Золото там тоже идет 1300, то и больше. Ну и дальше вещи. То пальто, то куртки, обувь много пар разных, косметика, духи, костюмы, на выход, домашняя одежда, сумки, платки, сами чемоданы, то это все выходит, да, в такую сумму. А нас это с вами ждет. Нужно собирать и нам. Ну, как говорила Люба, что людям-то и нам. Люди ж собрали, и мы соберем. Вот, что я еще хотела сказать, что-то еще хотела сказать. Может быть, по ходу потом какие-то у вас будут вопросы. Только думала, хотела всего записать, но когда садишься перед камерой, все забываешь. Это нужно на листочке, когда предварительно я пишу, о чем я буду говорить, вопросы вспоминаю, запишу тогда. А так сейчас села, смотрю, и все с головы вылетело. Я сейчас думаю, прокручиваю в голове о той работе, что мне нужно сейчас сделать. Там, думаю, была на базаре, не купила пакеты мусорные большие, я в них хочу поскладывать банки. Вот что за всю зиму банки открывали, так, на полке ставили, мытые они, конечно, просто я хотела их пособирать, большие пакеты, огромные, мусорные, чтобы они, ну, не в пыли как бы лежали. То нужно навести генеральный там порядок в этой кладовой. Ну, в общем, вот так вот, девочки. Под навесом уже хорошо, высыхает. Купила отраву на базаре побрызгать. Мы посадили в том году с супругом эту смородину. Она прям, сколько там плодов на ней, прям облеплена, можно сказать. Но ее надо брызгать от тли, от всего этого. И сейчас мы с мамой побрызгаем. Мама пойдет тяпать, там осталось ей меньше, чем половина. А сегодня у нас воскресенье, хотя праздник, ну, работаем. Нам как бы сейчас не до праздников, нужно наводить порядки. Вот. Такие вот дела. Будем заниматься. Там кладовки очень много работы. Нужно и эти кладовые, где эмульси покрасить, подбелить, подкрасить. Двери супруг хотел там поменять на кладовке, эту старую зеленую убрать. Ну, в общем, работы у нас очень-очень много, поэтому мы пойдем работать. У вас, если будут какие-то вопросы, задавайте, пишите. Пишите комментарии, спрашивайте все. На все вопросы постараюсь ответить. Вот. Спрашивали у меня еще за ресторан. В общем, ресторан, там за место 2000 за одного человека. Ну, на свадьбе
Человек 300 было на этой свадьбе. Человек 300 было. Место 2000 за одного человека. Также отдельно был ведущий певец Шарип Джабраилов, была певица Малика Кавраева, и еще была певица, я, правда, забыла ее фамилию, имя, просто забыла. Я знаю эту певицу, но я сейчас забыла ее имя и фамилию. Это все тоже отдельная плата. Фотограф, кто снимает, это отдельная камера, но там тоже 700-800 надо. Вот у меня старшая медсестра Азан, я у нее спросила, говорю, ты в последнее время и сына женила, мы с вами были у нее на свадьбе. Кстати, это видео набрало 7,5 миллионов просмотров. Там называется, посмотрите, вот кто новый подписчик, встреча свекрови и невесты у меня на канале. Видео, посмотрите, поищите эту свадьбу, может, кто новое не видели. Вот такое огромное количество просмотров вообще. Спасибо вам большое. Спасибо вообще вам большое, что смотрите меня, что ставите лайки. Буду рада, если будете писать комментарии. Мне очень приятно. Я люблю, знаете, я люблю сделать все свои дела. Вечером сесть, когда там заварить кофе с сыром или чем-то сидеть и читать комментарии, отвечать на вопросы. Мне очень нравится эта процедура. Приятно, когда спрашиваете. Но когда люди не бывают, некоторые совсем тупят. Ну, там бывает, я немного нервничаю. Но за это вы меня простите, если иногда, может, так чуть-чуть не так отвечаю, но просто порой бывает, ну такой вопрос задают, ну прям такая невеста, бедная, несчастная, ну прям не... Все у этих невест отлично, обеспеченные на всю жизнь, и переживать им за что-то не нужно. Сейчас, которое поколение особенно идет, то вообще, их уже берут замуж, когда уже все есть, ни дом строить не надо, ничего не, приходи, просто поддерживай порядок, и все. Готовь кушать, поддерживай порядок. Выходи на работу, если у тебя есть образование. Если ты работала до замужества, никто тебе запрещать не будет. То есть вот так вот. Сейчас все это несложно. Сейчас есть посудомоечные машины, вода во дворе, стиральные машины, пожалуйста. Вот так вот. Ну все, друзья, я на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спрашивайте все, что вас интересует. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Еще раз всех с праздником. Дай Аллах всем счастья и здоровья. До свидания. Адикё. Поздравляю с Новой Россией! А здравствуйте, где? А здравствуйте, людички! Ура, ура! А что ты желаешь людичкам? Желаю вам счастья, здоровья. А Гаячка? Желает? Да, делаю ура! Давай говорим все. Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! С Днем России, да? С Россией! Софишка, а мы бы хотели, людички бы хотели, чтобы ты еще спела песню. Какую? Ну, про Россию. Ты же поешь песню? Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Нужно стать ровно и хорошо петь громко. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове... Как там, мама? Победы знамя поднимаем, Россия с нами. Россия, Россия, в этом слове Огонь. огонь и сила. Гайк, ну а что ты не подпеваешь? Давай мне вместе будем говорить. Он вчера так пошел, это хотели красить. Он только за кисточку подержался, да не. И его как ветром сдуло. Как говорится, не рабыть, не прибыть. Не царское это дело. А Софишка аж до слез обиделась, что не дали красить. Все, теперь моя очередь. Давай. Говорить. Давай. Россия. Да что же, по 10-му кругу. Ну давай, ладно. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Спасибо большое за поздравления. Людичкам будет очень-очень приятно. Мы сегодня едем, знаете куда? Куда? Где Орел. Он едет, и мы. Он и мы. А как называется это село? Как называется это село? Село? Угу. Куда мы поедем? Как называется? Как назвали? Махтаты. Махтаты. А? Махтаты. Махтаты. Махтаты это село Махкеты, если что.
Так, специально ты скажи. Не по тем, а потом. А грека в огуне. Так, скажи, махтаты. Скажите, махкеты. Махтаты. А? Махтаты. Поедете махкеты? Да. А что там есть в махкетах? А есть школа, красиво там. Орел, есть качели, есть шашлык, все есть. Красивая природа, да? Да, красиво. Вот там будет вода, лед. Не вода, а это... Как его называется? Фонтан. Фонтан. Красивый фонтан. Как-то там стоит. Она плакала, орел. говорила. Да? Я хочу поехать туда, где птица. Не птица, а где орел. О, орел. Орел. Так, я считаю, сейчас нужно станцевать. Раз праздник. Как? Как? По-чеченски, да. Ну-ка давай. Дида-дари-дари-дара, дида-дари-дари-да-да, дида-дари-дари-да-да, дида-дари-дари-да, дида-дари-дари-да-да, 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 дида-дари-дари-да, дида-дари-дари-да-дари-да, дида-дари-дари-да-да. Все, всем спасибо. Вот это день России отмечаем. Да, знаете, как мальчик? Как положено. Мальчик вот так. И Анжелика с другой стороны Покажи, танцует. Санька. У нас тут танцы. Ты же боишься людей? На свадьбе не хотела танцевать, давай хоть дома потанцуем. На свадьбе не захотела танцевать, но у нас 2 июля свадьба, она пообещала, что взорвет там танцпол. Скажи, держите меня семеро. Мама, впереди я другое платье. Нет. Ну, мама, как я на орел поеду? Вот этим видео? Сначала на огород, потом на орел. Слушай, на огород. Траву рвать. Сама иди сюда, мы поедем. Мы же вечерком поедем. Сейчас папа поработает. Когда будет не жарко, мы поедем. Хорошо? Сейчас немножко, она же там видела, мы диваны убрали. Все ж на место надо как бы поставить. Анжела! Девочки, работа у нас кипит, но они поехали сейчас, по-моему, за водой или куда-то поехали. Сейчас приедут. Сейчас приедут. Покажу вам, где работа уже сделана. Смотрите, здесь подбили потолок. Вчера ночью работали. Супруга, друзья, молодцы. Аллах дерес. Луцан везенделов кудевич. Баца аришляцер. Мелдик на ости будешь. Всю жизнь, сколько я здесь живу, вот как родные братья, сколько лет я здесь живу, что бы, какая бы работа ни шла во дворе, ворота мы ждем, ворота заказали, иншаллах, скоро придут. Вот эту комнату они подбили, а вот этой комнате подбили, это прихожая. А знаете, я хочу здесь же вот отсюда и вот до отсюда огромный шкаф-купе, но только для висячих вещей. То есть, чтобы все было у меня, чтобы все было идеально. Сколько у Софии платьев, рубашек, всего, и все это не хватает места катастрофически. Чтобы это все вот висело, да. Ну, в общем, осталась вот эта комната. Это ванна. Та дальняя комната, здесь они уже почти заканчивают. Здесь, ой, я не знаю, как мне этих людей отблагодарить. Ой, Аллах рейс, халцан везиндев. Просто посмотрите, сколько бы за это нам пришлось заплатить. Сколько они за крышу, полностью крышу накрывали, сколько за крышу денег нужно платить, сколько за это, чтобы подбили. Супруг-то всегда в рейсе. Ой, я очень благодарна этим людям. Очень-очень. Дай Аллах им здоровья. А, и здесь они уже начали подбивать. Вот это Висхана спальня. Здесь вот начали подбивать, но вот уже заканчивают. Вот. То есть теперь следующий этап такой. Проводим электричество. После провода электричества поппор, глина на крышу ложим, чтобы тепло было. Кто там стеклопакеты, вот это делают, отопление,
чтобы тепло было, да. Но мы нет, мы попкорн будем, уже готовый привозят, глину. Они уже готовые привозят и все сами делают. Ну, а потом все по ходу. Много работы уже сделали, конечно. Очень много работы. На что стоит пока тут? Потому что с-под навеса убрали. Вот, и здесь стоит. Ну, потом, конечно, между двумя домами будет вот этот козырек стоять, чтобы ни дождь во двор не попадал, плитка во дворе будет. Все сделаем, иншаллах, идеально. Просто на все это нужно время. Сразу все не получается. Еще Висхан был бы дома, тоже нам была бы, конечно, помощь большая. Ну, армия тоже нужная. Ворота белые заказали. Ну, ворота цвет будет такой, как крыша. И все это будет очень сочетаться и будет очень красиво. Иншаллах. Вот такие вот дела. Так. Здесь мы с Анжелой под фундаментом подкрасили коричневой краской. Окна вымыли. Вечером, вчера друзья покушали. Анжела за стол выносила им. Мы приготовили покушать. Они тут, там свет у нас ночью горит. Они за столом вечером покушали. Друзья, ну, в общем, вот этот песок просто. Мы хотели бы с Анжелой убрать песок, потому что покрасили, и когда дождь идет, оно брызгает сильно. Окна помыли и покрасили, и тогда оно ляпается. И становится очень как бы некрасиво. Ай, вот такие вот дела, девочки. Друзья, работа кипит у нас. Под навесом уже почти высохло все. Даже вот сюда я остановлюсь ногой уже. О, уже высохло он. Особо сильно. Раньше я выкрашивала каждую вот эту, все выкрашивала, сколько красок. Сейчас все равно пола сверху, просто освежить хочется. Вот освежить хочется, а так все очень хорошо. Мне все нравится, как говорится, все устраивает. Мама тяпала в огороде, ей там осталось. А сегодня в этой кладовке наводить порядок. Дверь тоже поменять. Дверь это он сейчас открутит. Новую дверь будем ставить. Красить, белить тоже. Все это, ну, в общем, вот такие вот дела. Хорошо, знаете, ветерок. Все поскладываем, все поставим на свои места. Иншаллах, все будет хорошо. Одна написала вчера, какой красивый цвет был. Взяла, использовала, испортила кухонный, покрасила в черный цвет. Да, стилист из вас, конечно, никудышный. А кто сказал, что я стилист? Мне очень нравится здесь мне жить, моим родственникам жить. Нам нравится. Поэтому со своим мнением, пожалуйста, оставайтесь при себе. Нам тут жить, нас все под навесом. Чтоб под навесом, Анжела даже вон здесь вот выкрасила. Чтоб под навесом был такой порядок, считай, летняя кухня, идеальный. Вы меня извините. Тут таких моментов я не допускаю, чтобы было что-то не так. Так, ну тут у меня огурчики, видите, уже пошли. Хорошо пошли огурчики. То они у меня были маленькие-маленькие, когда я их купила, совсем. А это уже вот пошли хорошо огурчики. Видите, они вот так вот будут плести здесь. Ну, кто мой канал смотрит, тот знает. Вчера мама тут вытяпала все. И вот здесь все потяпала. Но она сегодня должна закончить. А так, смотрите, сколько. Я купила отраву. Ну, вот это от тли, от всего. Смотрите, сколько смородины. Они уже от того, что кусты полные, аж падают. Это мы в прошлом году посадили. Я покупала в Аргуне эти саженцы. И сколько уже смородины. Посмотрите. Полно смородины. Здесь нужно, чтобы сказать супругу, чтобы он подвязал их как-то, да? Вот тут мама все уже везде потяпала. Идет. До отсюда, по-моему, дошла она. Здесь тоже, да. Ну, вот этот кусочек и остался потяпать. А яблок в этом году здесь, можно сказать, нету, девочки, мало. Видимо, оно как-то через год. Бывает же некоторые, что через год
Да, потому что в том году она такая рясная была, прям полно было яблок. А в этом году, смотрю, кое-где. Совсем мало. Машалла, хорошая погода. Прямо, знаете, хочется работать. У меня от атмосферы зависит настроение. Если я делаю то, что я считаю нужным, никто меня не трогает, у меня вообще от этого настроения поднимается, и хочется прям все поднимать вверх дном. Есть желание работать, скажем так. Много прям смородины, посмотрите. Даже маленький кустик, вот, совершенно маленький. И то какая крупная, хорошая смородина. Вот это средство, кто знает про него? Ураган называется. Которое добавляешь, и всю траву уничтожает. Но вот сюда, на эти тропинки, можно его сделать? Я просто о чем? Чтобы вот рядом огурцы, оно не повлияет, не уничтожит все подряд. И как его вообще использовать, этот ураган? Кто знает, пожалуйста, подскажите. Девочки просили показать краску. Вот она. Серая. Вот она. Эмаль глянцевая. Вот она, эта банка. Просили очень. Вот такой у нее цвет. Ну, серый, видите, а кажется, как будто голубая. Кухня, как будто голубая. Вот такой у нее оттенок интересный. Прям кажется, что голубая. Вот он цвет. Вот название краски. Многим очень понравилось. Спасибо вам, что понравилось. Так, Анжелика, это ты клубнику, да, прокрутила? Видите, какие чашки хорошие. Купила вот тоже себе. То продаю, а сама, как говорится, сапожник без сапог. Вот. Это у нас оставалась клубника еще до молда. Ну, привозила покушать. И потом я на работу ушла. Все, некому было этим заняться. Это сегодня Анжеля дала команду. Я говорю, Анжела, прокрути, пропадет, жалко. И вот это она прокрутила. Джем сделала клубничный. Сахар. И прокрутила. И, в общем, ну, варенье, да? Вот такие, девочки, чашечки я купила. Их 7 штук в наборе. Очень удобная вещь. Смотрите, даже какие маленькие. Вот так вот на природу выехать. И еще маленькая есть. Анжела, еще масю в наборе. Ишь, мимом цагар, сундел, да, цагар. Ва, ажа какая маленькая. Ой. Ты можешь их расставить сюда на стол, Анжела? Все. Можно. Крышками расставь, я хочу посмотреть, как это смотрит. Сюда их расставь, крышки накрой, чтобы можно было видно, как вот это все смотрится в общем. Анжела купила клееночку, кстати. Это ее был выбор. Такая нежная клеенка, ей понравилась. Говорит, мам, какая красивая, можно я куплю? Я говорю, да, конечно, и чашки. Но Анжеле нравится там то салатики, то, да, Анжел? Ты тут тоже поставь с вареньем, просто накрой крышкой, ну что, в принципе, это было видно, что это есть. Хорошо накрывай крышки. Прям блестят на видео, так красиво смотрятся они вообще, чашки. Машалла. Да, да, ты просто, ты как бы по росту поставил, Анжел, тут ты... Нет, это нужно ставить вот так. Вот так, ну что на камере тогда по... И сколько их? Здесь еще есть? Вон еще есть. Угу, давай. Угу. 2. 7 штук, да? 7 штучек всего. Эти прям огромные. Огромная эта чашка. Вообще. Мама, ты вот приправу? Громадная, прям посмотрите. Очень удобная вещь. Вот так, праздники, салаты, все готовить. Они еще в квадратной форме бывают. Я еще ничего не сделала. Ну что вы лезете? Анжел, прошу налить из такого, Кого? который ты мне сейчас стала бывать. Клубнику? Да. Хороший набор вообще. Для любой хозяйки. Сюда там и чесночок, и берам, и что-то на природу, если выехать, положить в чашки. Ты клубничку, да, хочешь? Да. Ну, кушай. Сегодня же День России, нужно кушать.
Артем, достань мне уксусу. Сейчас, ага, Все. Кушай клубничку, умничка. Было бы мороженое, да, сейчас? Развесное. С мороженым. Давайте купим мороженое вечером и будем с такой клубникой кушать. Дальше, девочки, вот такие наборы ножей. Смотрите, вот они стоят вот так вот, крутятся. Они по 3000, девочки. Здесь в набор входит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 предметов входит в набор. Но они как бы разных цветов. У нас в наличии есть сейчас вот такой вот цвет, вот такой цвет. Это то, что есть в наличии. Но если кому-то что-то понравится, можем привезти еще. Вот такие вот. Это то, что у нас есть в наличии. Вот черный цвет. Вот он крайний. Это вот. Я не стала все упаковки открывать, потом упаковывать. Очень сложно. Но вот на фото, видите, как вот на фото, так и здесь. Полосочки, видите? Одна полоска вверх, вот она идет. Вот так вот и здесь. Ну все, то есть вот такие вот есть, вот такие. Это все, вот они в упаковках есть. Очень хорошие. Смотрите, что входит в набор. 3000, я считаю, это очень даже недорого. И на кухне красиво это смотрится. Ну, то есть, вот такие вот дела, девочки. Я прям советую вам купить такие ножи. Качество очень хорошее. Очень хорошее качество. Жаль, что в доме не наточены ножи. Хорошая вещь, ножнички, все здесь есть. Вот такая вот красота. Вот так это в упаковке выглядит. Ну, качество у них очень-очень хорошее. Так, девочка, это у нас что, Анжела? Капает. Чуду. Говорят, на Кавказе любят что там? Любят чуду. А еще на Кавказе любят что? Шаурму. В общем, легко очень в использовании. Раз, блинчики делаешь, 5 секунд, мыть хорошо. Чай пил, ты помнишь, мы делали с творогом, да? Вот такое она делала. Классно ставишь, вообще очень удобно. И блины, и пышки вот эти с творогом, с тыквой. Очень-очень классная вещь. Так, ну это у нас для оладушек. Такие разные цвета, девочки, есть. У нас черная такая, да. Смайлики для деток оладушки делают, да, Анжел? Когда ты нас побалуешь оладушками? Тоже, да, под навесом все? Слишком от самого баллона. Так, девочки, сковородочка еще вот такая блинница. Видите, здесь низ более такой, чтобы легко было. Раз. Это тоже все ОМС, Турция. Размер у них разные. Данный размер 30, бывает 30, 28, 32, 26. Ну, это как бы такая удобная. И далее, девочки, вот такая формочка. Вот. Это тоже у нас ОМС. Очень хорошее качество. У них и черные цвета есть. Здесь и хлебушек можно пекти, и пирог можно печь, и мясо можно запекать. Да даже на сковороду нога ставить, просто жарить тоже можно. Ну, желательно это для духовки использовать. В духовке вот булочки вот эти чесночные, да, поставить так. Не для большой семьи, буквально чуть-чуть. С чесноком тоже хорошо. В общем, вот это вот по 2500, девочки. И еще, девочки, у меня акция. Я продавала это за 4500. Сейчас это стоит 3000. Если есть желающие, заберите. Она у меня осталась одна. Это нержавейка, качество хорошее. Здесь идет 2 в 1. То есть вы можете использовать как и кастрюльку. Очень хорошее качество у нее, вы видите. Подходит она для индукции. Вот, эта посуда подходит для индукции. Также 2 в 1. Вы можете использовать кастрюльку, супчик, кашку сварить. А можете использовать как мантоварочку. Очень хороша для небольшой семьи. 3 листа присутствует.
Вот такая вот нержавейка. Хорошее очень качество. Это у нас что есть в наличии, девочки. Также много чего, что не в наличии, но мы можем привезти все это, как говорится, без проблем. Хорошие штучки, красивые для запекания. Девочки, на галушнице тоже у нас акция идет. Значит, такой чайничек у нас с подогревом вы можете использовать. Также вот такие салфетки настольницы. Они ложатся под клееночку. Будет очень-очень красиво смотреться. Очень просто чудо из чудес. Анжелика нам помогает. Вот такие 2 галушницы. К ним конфетница. Также можно фруктницу потом подобрать, если захотите. Очень удобная вещь для использования. Также вот такие вот полочки по 500 рублей для кружечек. Можете повесить кружечки. Будет очень-очень хорошо. Дальше, девочка, у нас в наличии. А у нас из такого больше даже ничего не было. Там на печке, посмотри, сложенная. Вот такая вот тортница. Шикарно, девочки. Такие кружки есть. И конфетница, и сахарница. Все есть в наличии. Смотри, как на столе красиво. Нет, там уже. Оттуда я вроде убрала. Потом фруктница. Вот такая вот шикарная фруктница. Смотрите. Анжела, потише там, пожалуйста. За все заплачено. Имею в виду. Это тоже вот конфеты можно положить. Чуть есть такая овальнее и круглее. Это для сахара. Людишки, всем привет. Давай, ну-ка. А почему ты нам не помогаешь? Людишки, знаешь, когда Анжела била, Анжела вот так вот взыскнула. Да? Вот смотри, все. Вот выходные, здесь Так, уже... пора спать. В смысле пора спать? В прямом А смысле. помогать? Напомогала ты уже. Мам, я хочу с вами помочь. Можно? Ну, конечно же, можно. Рыбки, видишь, какие красивый набор, девочки. Рыбки, набор вот этот, они по 1800. Смотри, На них можно тоже. еще С ними вот так. кувшинчик, да, Анжел, есть? А, да? Я же... А, ну, или там... А, ду. Вот так вот, смотрите, кувшинчик какой красивый. С крышечкой для компотиков, да? Этот сделать сок, как называется? Мохито, классно будет. Вот, да, смотрится? Видите, какая красота, девчонки. Просто чудо из чудес. И недорого. Вот с этой посудой будет вообще хорошо смотреться. Смотрите, я же тебе сказала, сладенькое не кушать. Очень хорошие, прям очень. Качество у них шикарное, девочки. И на столе, вот когда фрукты красиво лежат, торт, да, вот все, когда под цвет, очень стильно, красиво смотрится. Если еще такие салфетки на столе, прозрачная клеенка, все так подчеркивает, очень красиво смотрится. Ну и рыбки. Рыбки у нас тоже набор рыбок 1800. Такая вот красота. Девочки, вот такой набор. Шикарный просто. Сколько предметов в нем? Кто мне скажет? Вот 6 персон, 36 предметов. Вайберг. Отличная фирма. Столовый сервис. Значит, здесь в комплект входит 6 вот таких под первое. Можно под первое, можно под второе, но они подходят и для первого, и для второго. Вот фирма Вайберг. Очень хорошее качество. 6 вот таких вот квадратных тарелочек. 6 вот таких побольше. Видите, она это больше, это меньше. Вот. 6 вот таких вот салатниц. Также можно, что вам угодно. Но для салата, мне кажется, отлично. Вот такие вот квадратные кружечки.
Софичка говорит, как кафе. Квадратные, очень удобные кружечки, тарелочки такие прям. Просто супер. Эта ваза тоже есть в наличии. Она также используется как хлебница. Ее можно на стол класть. Но в основном ее используют как хлебница. У меня такая ваза есть. Очень красиво смотрится на столе, когда все белое. И вот так вот красиво смотрится. Что у нас еще? Ну вот 6 таких. 6 таких. 6 таких. 6 вот этих вот салатниц. 6 этих блюдец, 6 кружечек. Это то, что ходит в комплект. Ну, прям заняло полный стол. Вы видите, да, девочки? И поэтому, ну, хороший комплект, 7500 он всего стоит. Это молоко всегда покупаю маме. Ты молочко пила, да? Да, она вкусная была. Вкусное, да, молочко? Ну, хорошо, куплю я в тот раз, в следующий Вот раз. туда я положила. А какое ты молочко пила? Покажи. Вот это молочко. Вкусное, да? Да. Мама, сколько оно стоит? 50 рублей. А почему вот так, а почему вот так? Угу, все, давай, у нас бардак, еще уборки много. В общем, девчонки, вот такая вот красота, смотрите. И для первого можно использовать. И вот этим можно для первого, для горячего использовать. Засервировать красиво стол, салфеточки. Мне кажется, очень даже. 7500 это... Ну, вообще, мне кажется, это совсем недорого. На них тоже скидки. На них все это идет большие скидки, девочки. У них была другая цена, и вы все это знаете. Те, кто у меня заказывали особенно эту посуду. Она есть и цветная, она есть с цветочками. Такая же у них форма. Вот, есть цветная. Но мне как-то больше Какая нравится. форма? Здесь только белые цвета. Мне только нравится, вот когда белое, это всегда классика. Тетя даже, Софишка, там телевизор работает, закрой двери. Мне нравится. Девочки, смотрите, коричневый набор и вот такой. Они цвета разные есть абсолютно. И розовые, фиолетовые. Ну, разные цвета у них есть. Дальше вот такой вот набор ложечек и вилок. Это 6 ножей здесь, 6 маленьких, 6 больших и 6 вилок. Вот такой набор. Он стоит 3500, девчонки. Очень хороший такой наборчик, вообще супер. Красота, видите какая. В своем чемоданчике. Вот так вот закрывается. Вот такая вот красота. Дальше вот такой вот. Это 2500 стоит. Вот такая вот посуда. Тоже красивая. Девочки, и дальше вот такая. Первая это называется чешуя, так и называется этот набор. А второй набор Versace. Значит, набор что входит? 6 таких ложек, 6 таких вилок и 6 маленьких ложек. Также и здесь. Вот, это все Versace. Вот. Но их можно брать в неограниченном количестве. То есть вы можете взять 18 таких, 18 таких, 18 таких, либо 24. Ну, смотря, бывает же, если семьи большие, либо там на какие-то мероприятия взять. Ну, мало ли, да, чтобы на большое количество людей, скажем так, то это самое, можно брать, заказывать столько, сколько надо. И, кстати, на них очень много есть подделок, девочки. Вот именно на этом. У меня это все оригинал. Качество нержавейка. Очень-очень они хорошие. С ними ничего не случается. Уже клиенты, которые брали мои, это уже проверено. Уже заказывали не раз. В общем, такие вот дела. Это вот вместе. Вот здесь всего по 6. Да, и вот так вот Versace, видите? Очень хорошее качество. Девочки, смотрите. Еще у нас в наличии вот такие кружечки. Тоже у них даже блюдца разные, посмотрите. У них у каждой разное блюдце. И цвета у кружечек тоже разные. Тоже вот смотрите. Вот такая вот красота у кружечек. Кружечки в наличии. Очень красивые. Посмотрите, какая красота. Вот эти вот штучки, кухонный набор.
Они в разных цветах есть. Они есть и фиолетовые, и серые, коричневые, разные.